Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание Президиума Госсовета, что будут обсуждать в первую очередь. Вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса. Озвучим нюансы документа. По стандартам WorldSkills новые профессиональные мастерские открылись в Якутском колледже связи и энергетики. Президент России Владимир Путин проведет сегодня расширенное заседание Президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание пройдет в режиме видеоконференции. Напомню, 24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов Путин сообщил, что обсудит с главами регионов планы по реализации нацпроектов. Президент пояснил, что особенно важно узнать мнение регионов, поскольку основной массив мероприятий воплощается в жизнь именно на местах. И сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, расстановке финансовых ресурсных приоритетов, отметил президент. Кабинет министров утвердил правила субсидирования корпорации развития Дальнего Востока. В правительстве страны ожидают, что субсидии помогут макрорегиону стать более привлекательным для внебюджетных инвестиций, а также поспособствуют созданию новых рабочих мест. Средства будут предоставляться корпорации развития Дальнего Востока на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием ее дочерних обществ, с работой по приему заявок на заключение соглашений об инвестиционной деятельности и непосредственным заключением таких соглашений, а также с ведением реестра президентов арктической зоны, говорится в сообщении. Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей. Распоряжение об этом также утвердило правительство. В Аэрофлоте пояснили, что их борт будет летать из Москвы в Сеул раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будут выполнять по субботам. Таким образом, первый рейс из Москвы в Сеул авиакомпания совершит 1 октября. В Аэрофлоте пообещали, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. Напомню, с 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Тарифы на электроэнергию для россиян в следующем году вырастут на 5%. Таким образом, Минэкономразвития России сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения. Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в ближайшие 3 года составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, говорится в документе. Также отмечается, что тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также предельные уровни платы граждан за коммунальные услуги до 2023 года по-прежнему будут расти в пределах инфляции. Объемы вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% населения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что это беспрецедентная цифра. В прошлом году прививку получили 45% россиян. Министр отметил, что люди активно обращаются за ней в поликлинике, а в регионы направлена уже вторая партия. На проведение прививочной кампании правительство дополнительно выделило 4 миллиарда рублей. Она продлится до начала ноября, а началась на месяц раньше, чем в прошлые годы. Сделать прививку россияне могут уже с 1 сентября. Также в России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса. Документом предусматривается, что пациентов с ОРВИ или внебольничной пневмонии будут помещать в специальные боксы до получения результатов тестирования на наличие COVID-19. Лица с отрицательными результатами теста будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан. Кроме того, приказом предусмотрено создание федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей.
А сотрудникам школ предложат добровольно сделать прививку от COVID-19. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник В». Отмечается, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 2 лет после введения препарата. В некоторых регионах уже начали делать прививки от вируса, однако приоритетной группой для вакцинации являются медработники. Также Дмитрий Глушко сообщил, что всеобщего возврата на дистанционное обучение в России не произойдет, но только если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволит избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин, отметил Глушко. Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней, уточнил он. Новые профессиональные мастерские открылись в Якутском колледже связи и энергетики. Мастерские по направлению информационно-коммуникационные технологии полностью отвечают международным стандартам WorldSkills. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Помимо основной учебы, Николай занимается в тематическом кружке по созданию мобильных приложений. У него за спиной уже есть опыт разработки, и оборудование новой мастерской поможет ему совершенствовать свои навыки. После пар, получается, заходим в кабинет и дается задание на всю группу. Все разрабатывают на приложение. Пока что мы работали только на Android Studio, разработали 2 маленькие игры на Android и плюс только что закончили разрабатывать для погоды, получается, приложение. Мастерская рассчитана на 12 рабочих мест. Разработка мобильных приложений – одно из самых востребованных направлений. Занятия здесь будут проходить с 8 утра до 8 вечера. Помимо студентов, в мастерской будут заниматься школьники, а также будут проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Такого современного оборудования могут разрабатывать мобильные приложения не только для операционной системы Android, но и для iOS. Потому что язык программирования Swift – это наиболее удобный, очень хороший для программирования, и студенты после этого языка смогут легче перейти на другой язык. И это более современно, востребовано, и они будут больше знать. По направлению информационно-коммуникационные технологии в колледже связи открылось 5 современных мастерских. Помимо мастерской разработка мобильных приложений, это информационные кабельные сети, машинное обучение и большие данные, веб-дизайн и разработка и кибербезопасность. Еще в октябре прошлого года колледж выиграл федеральный конкурс на создание этих мастерских. Будем готовить очень хороших специалистов. И сюда будет очередь наших детей стоять. И никуда они не поедут, ни на школу, нигде, а вот здесь все останутся. Помимо обучения, конечно, важно, чтобы была та профессия, с которой вы сегодня здесь знакомитесь, получаете образование. Я вам скажу, востребованность сегодня у вас будет огромная. В Якутии ежегодно выпускается более 2000 специалистов в IT-сфере. Открытие современных мастерских станет большим подспорьем для молодых специалистов. Помимо обучения, здесь также будут проводиться демонстрационные экзамены, этапы чемпионатов WorldSkills, а также учебно-тренировочные сборы. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Открылись двери обновленной библиотеки «Созвездие». Накануне в Якутске ее торжественно открыли после масштабной модернизации. Такое глобальное обновление оказалось возможным благодаря включению библиотеки в число победителей национального проекта «Культура». Чем удивит «Созвездие» своих читателей, расскажем в следующем сюжете. Действительно, обновленное «Созвездие» – это современный высокотехнологичный уголок культуры, в том числе культуры общения. После модернизации здесь появилось сразу несколько комфортных зон. Помимо привычного читального зала, есть еще зоны тишины, уединения, отдыха. Появился и коворкинг-центр – место, где можно проводить обучение, конференции и многое другое. После модернизации, конечно, наша библиотека стала еще лучше. У нас, если раньше было для читателей 580 квадратных метров, сейчас после модернизации стало 650 квадратных метров. Так, где-то на 70 квадратных метров расширилось именно для пользователей. На реализации концепции библиотеки нового поколения были выделены средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей. Помимо технического оборудования и оформления пространства, разумеется, был пополнен и книжный фонд. Он обогатился новыми изданиями более чем на 1500 книг. Первые посетители уже успели оценить новшества. В детстве я очень любила посещать библиотеки, поэтому и своих детей хочу приучить
Очень здорово, что здесь есть много пространства для детей, что можно присесть, где комфортно, где уютно. И большое количество книг радует, конечно. Огромное внимание уделено именно детскому чтению. Впервые в этом году библиотека открыла творческую мастерскую, где юные посетители могут творить, обучаться и общаться друг с другом. Закуплены специализированные стеллажи для самых маленьких, чтобы не приходилось тянуться за нужной книжкой. Дети могут читать лежа, отдыхать и именно в такой атмосфере, дружеской и комфортной, приобщаться к волшебному миру литературы. Наш сектор называется «Малая медведица». В ней у нас разветвляются категории от 0+ до 14+. Много разных зон, много творчества для детей. Любой ребенок любого возраста может найти себе любой уголок нашей библиотеки и заниматься, и радоваться. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» уже в октябре еще одна концептуальная обновленная библиотека откроется в поселке Тикси. В следующем году в республике планируется модернизация еще 4 библиотек. Дмитрий Тымыров, Анна Васильева, Иван Яковлев, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри появилась беседка «Дружба». Более 40 лет Нерюнгринский и Чурапчинский районы считаются побратимыми. Оба района в этом году празднуют свой юбилей. 90 лет со дня основания Чурапчинскому улусу. В ноябре Нерюнгри исполняется 45 лет. К этой знаменательной дате Чекырский наследник преподнес подарок жителям Нерюнгринского района. Подарок чурапчинцев решено было разместить на горнолыжной базе «Горизонт». Беседка, построенная чекырскими мастерами Дмитрием Еремеевым и Александром Андреевым, изготовлена из лиственницы. Идея вышла весной. Как раз в самом на месте горнолыжки, когда мы с Федерацией лыжной гонки Чурапчинской области, с Иваном Ивановичем Оконечником приехали здесь посмотреть, чтобы тренировались наши ребята перед спартакиадой. А потом видели здесь беседки хорошие, и как-то вышла идея, что что-нибудь здесь подарить Нерюнгринскому району. Прочность гарантируем и красоту тоже. Что могли, сделали. Так что это наш один из больших подарков Нерюнгринского района. На Комсомольской площади Якутска продолжаются ярмарки выходного дня. Напомню, в этом году из-за пандемии не стали проводить традиционную большую ярмарку урожая. Вместо нее, согласно всем правилам и ограничениям, в выходные проводят такие ярмарки. Накануне около 30 торговых точек представили свою молочную, мясную, рыбную и другую продукцию. Далее ярмарка выходного дня будет проводиться только по субботам, вплоть до конца октября на территории Минсельхоза. Хорошо, что ярмарку сделали. Я говорю, считаю, что каждый год, такую, в принципе, ярмарку делают. Думаю, что это нормально, это хорошо, наоборот, то, что продукция своя, пользуется то, что много спросу. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже на канале Якутия 24.